прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Матлиба Раджабова. Здравствуйте. Сегодня, 7 октября, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отбыл в Москву, Российской Федерации, для участия в заседании Совета глав государств Содружества независимых государств. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намуандагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, премьер-министр Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В этой поездке президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и другие официальные лица. Обеспечение энергетической независимости страны является одной из стратегических целей правительства Республики Таджикистан. Мы, жители Таджикистана, должны уделять серьезное внимание рациональному использованию электроэнергии в каждой семье, организации и учреждении. Тему продолжит Зумрат Файзиева. По причине роста населения, регулярного увеличения количества социальных учреждений, производственных предприятий и цехов, потребность в электроэнергии в стране также стремительно растет. Каждое предприятие и цех, несмотря от формы собственности, должны придавать первостепенное значение бережливому и рациональному использованию электроэнергии в осенне-зимний период. В условиях топливно-энергетического дефицита на первый план выходит проблема энергосбережения. Причем она становится глобальной проблемой всего человечества, а не только отдельных стран и регионов. Энергосбережение – это объективно обусловленная мировая тенденция. Гидроэнергетические ресурсы Таджикистана огромны и являются нашим национальным богатством, рациональное использование которых может обеспечить устойчивое экономическое развитие страны. Модернизация действующих гидроэлектростанций, строительство энергетических объектов различных мощностей, в том числе такие гигантские сооружения, как Рагунская и Нурекская гидроэлектростанции, налаженная работа линий электропередачи и труд энергетиков обеспечивают подачу электроэнергии в дома, предприятия и учреждения, освещая города и районы нашей страны, создавая тепло и уют. Жители страны должны проявлять гражданскую ответственность и использовать энергию целенаправленно и эффективно. Ведь экономное использование энергии является залогом стабильного энергоснабжения, чтобы в любое время года обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии жителям страны. Потребителям и всем гражданам страны необходимо добиваться сокращения потерь электроэнергии, ее экономного использования, в том числе посредством широкого использования энергосберегающих ламп, технологий и оборудования. Ведь энергосбережение, с одной стороны, помогает предотвратить перебои в подаче электроэнергии, а с другой – экономит семейный бюджет. В наше время быть бережливым значит быть образованным и современным. Ведь экономия электроэнергию, мы экономим и собственные денежные средства, и заботимся об энергетической независимости всей страны. Зумрат Файзиева, Далер Судиков, Новости. В текущем году труженики Турсунзаде намерены собрать виноград с площади 2722 гектара. В настоящее время наряду с поставками винограда на внутренние и внешние рынки продолжается процесс подготовки изюма, который предназначен для рынков Европы и Азии. За последние 2 года в городе Турсунзаде увеличены площади выращивания 2 сортов винограда – «Президент» и «Аватар». И эти 2 сорта винограда сейчас пользуются особым спросом на внутреннем и внешнем рынках страны. Восхитительный вкус, низкое содержание сахара и необычайно красивый внешний вид – главные преимущества этих 2 сортов винограда. В рамках реализации аграрной политики правительства Республики Таджикистан в городе Турсунзаде адаптация к местным условиям и расширение виноградных плантаций экспортных сортов способствовали увеличению прибыли от выращивания винограда. Во всех формах хозяйствования в городе Турсунзаде общая площадь виноградников достигла 4190 гектаров.
из них плодоносящих 2722 гектара. В настоящее время в Турсунзаде выращивают 10 сортов винограда. Среди культивируемых сортов – шохона, галаба, кишмиш, белый и черный хусайни, президент, истеклол и аватар. Цель тружеников направлена на сбор урожая без потерь и удовлетворение потребностей рынков в осенние, зимние и весенние периоды. Расширение виноградников экспортных сортов способствовало повышению плодородия земли. В городе Турсунзаде уже собрано 26 320 тонн винограда, 11 тысяч тонн направлены на рынки городов и районов страны и 4500 тонн на рынки зарубежных стран. В эти дни в городе Турсунзаде продолжается процесс сушки винограда. На основе современного опыта осуществлена сушка около 4000 тонн винограда. Из этого объема около 1000 тонн изюма предлагается на внутренний и внешний рынок. Выращивание новых сортов винограда позволяет производить изюм высокого качества и восхитительного вкуса, который направляется на рынки стран Европы и Азии. Вывод сельскохозяйственной продукции Таджикистана на европейские рынки является результатом реализации аграрной политики правительства Республики Таджикистан, обогащение опыта тружеников и производство конкурентоспособной продукции. Сушка винограда и приготовление из него изюма предполагает несколько процессов. Высокое качество и необыкновенный вкус сельскохозяйственной продукции Таджикистана сделали ее популярной в разных странах мира. С понижением температуры начался процесс хранения винограда в холодильных камерах. В холодильные хранилища уже помещено 5800 тонн винограда. В городе Турсунзаде количество холодильных складов достигло 78, вместимость которых составляет более 24 тысяч тонн. Осенью, зимой и весной труженики Турсунзаде предлагают отечественному и внешнему потребительскому рынку качественный и вкусный виноград и изюм, который отличается изысканным вкусом. Руководствуясь программой профилактики ожирения и развития здорового питания в Республике Таджикистан на 2019-2024 годы, которая направлена на предотвращение роста неинфекционных заболеваний, сотрудниками Центра формирования здорового образа жизни Шахринавского района был проведен фестиваль, посвященный профилактике гипертонии. По инициативе Республиканского центра формирования здорового образа жизни и при поддержке партнеров по развитию сотрудниками Центра формирования здорового образа жизни района Шахринав был проведен фестиваль по профилактике неинфекционных заболеваний, в том числе гипертонии. В ходе мероприятия было отмечено, что для профилактики повышения давления необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться, следить за весом, быть физически активным, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем. Увеличение потребления овощей и зернобобовых, а также снижение потребления жиров и сладких газированных напитков способствует предотвращению многих видов неинфекционных заболеваний. Профилактика гипертонии заключается прежде всего в том, чтобы человек делал утреннюю зарядку, более 30 минут ходьбы и гимнастических упражнений. Ведь не случайно говорят, движение – это жизнь. Кроме того, важным является балансированное питание и в целом вести здоровый образ жизни. В рамках фестиваля состоялась оживленная беседа с местными жителями, а также была продемонстрирована культурно-образовательная программа с наглядными поучительными сценками и проведена викторина на тему причин возникновения гипертонии и ее профилактики. Победителям викторины были вручены памятные подарки. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушбахт. Новости. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.